В Ухте первый в городе зал для занятий вольной борьбой на базе 21-й школы начал принимать юных посетителей. Торжественно открыли его в феврале, и вот здесь уже проходят первые занятия. С начинающими борцами и их тренером пообщался Павел Королев. Полгода назад в этом небольшом помещении на первом этаже школы номер 21 стояли старые спортивные тренажеры для списания. Здесь даже не предполагали, что эту часть учебного заведения можно так быстро преобразить. Сейчас это оборудованный в соответствии со всеми требованиями зал для вольной борьбы, где занимаются дети и подростки всего города. Причем под чутким руководством мастера спорта по вольной борьбе. Эту ногу перекидываешь. Вот так. Дальше идешь. Иди до упора, иди. Теперь эту ногу перекидывай. Тагир Давлетов, преподаватель с опытом, преподавал общую физическую подготовку и студентам Ухтинского университета, и воспитанникам детского сада, где параллельно работает и сейчас. А учить ребят именно вольной борьбе ему удалось только здесь. Вообще вольная борьба как вид спорта не была зарегистрирована в Ухте. Вот мы открылись, и это очень важное, значимое событие для нас, так как этот вид спорта, он олимпийский, и мы знаем, что наша республика и город Ухта очень богаты на таланты. Занятия проходят трижды в неделю, каждая по 1,5 часа. Как и в любом виде спорта, в вольной борьбе важная составляющая качественной подготовки – материально-техническая база. А начинающим спортсменам она обеспечивает и комфорт. В уютный зал хочется приходить еще и еще. 10-летний Никита Клеванов из школы номер 19 занимается здесь только 6 дней. И пока его больше всего впечатлил именно комфортный зал. Нравится, потому что тут мягко, когда падаешь, не так твердо ты падаешь. Федерация вольной борьбы Республики Коми сама инициировала создание зала на базе школы номер 21. В выборе сыграли роль вместимость школы, ее удобное расположение в центре города и спортивное достижение учеников. Самое главное преимущество, что это в стенах школы, и детям никуда не надо будет бежать на другую часть города. Все можно, все свои желания выполнить в стенах родной школы. Это первое, это самое большое преимущество. Во-вторых, федерация позаботилась о современном оборудовании. Замечательные ковры, обивка, те же шведские стенки. Все в небольшом зале, все уместилось, то есть на все виды и группы мышц и так далее. Зал на базе школы номер 21 не просто помещение, а официальный клуб, который, кстати, уже получил свое название – Ошпи, в переводе с коми-языка «медвежонок». Павел Королев, Виктория Науменко, телеканал Юрган, Ухта.